Одни батоны, да? Скажите, пожалуйста, у вас давно перебой с хлебом? Да, можно так сказать. А почему завод не выполняет ваши заявки? В последнее время у нас очень много стали хлеба покупать. Мы на 300, на 400 рублей сдаем больше, чем обычно. А скажите, а сколько вот в среднем берут булок? В среднем, 2 булки и плюс еще там батон, 2 батона. Вот сейчас время 11 часов, у вас кончается хлеб, и до скольки часов он заканчивается? В последнее время мы не знаем даже, когда к нам хлеб привезут, потому что график завоза не выполняется. Не выполняется график завоза, но выполняется заказ. Сколько вот вы заказываете? Не всегда. Не всегда. Да, в основном выполняют, но частенько бывает такое, что и не полностью заявку выполняют. Извините, скажите, пожалуйста, сегодня вам еще привезут хлеб? Да, сегодня должны привезти хлеб. Сегодня всего привезли 1 контейнер. 1 контейнер? 1 контейнер. Это мало или? Это очень мало. Это, может быть, 20-я часть нашего заказа. То есть завод не выполняет ваш заказ? Нет, завод не выполняет заявки. А вчера вот как было? Вчера было недовыполнение в 300 штук хлеба. А вот кассир сказал, что вы на 300 рублей больше сдаете денег, это как? Мы сдаем денег за счет кондитерских изделий. А вот чисто с хлебом не достаточно? Чисто с хлебом не выполнение, потому что ввиду поломки. На заводе? На заводе ввиду поломки. Нам объявили так, что поломка. Сегодня привезли всего 3 контейнера. А вот интересно узнать, кто сказал, что на заводе поломка? Нам объявила диспетчер. Хлебного завода? Да. Это было 2 дня назад. Спасибо. И вот с тех пор вот такое у нас. Вот с хлебного на вывеске можно разбитого. Мы в магазине номер 3. Здесь, как вы видите, спокойно лежит хлеб. Никакого ажиотажа. Даже вот никто не подходит и не берет. Но зато появилась очередь за сахаром. Наверное, жизнь стала слаще. Когда в магазинах исчезает хлеб, в городе начинается настоящая паника. И это не первый случай в нашем городе. Почему это происходит, по какой причине? С этим вопросом мы обращаемся к директору Нерюнгринского хлебного завода Виткаль Анатолий Петрович. Анатолий Петрович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, как человек, который непосредственно отвечает за производство хлеба в нашем городе, есть ли вина хлебного завода в этом, либо это вина торгующих организаций? Почему в городе уже не первый раз получается вот такой ажиотаж? Ну, что я могу сказать по этому поводу? К сожалению, должен констатировать факт. Действительно, вот на ваших глазах, на наших всех глазах последние дни, несколько дней буквально, город лихорадит из-за отсутствия хлеба в магазинах, я подчеркиваю, отсутствие хлеба в магазинах. Создаются огромные очереди. Люди крайне обеспокоены. В чем дело? Значит, почему так получается? Значит, больше того скажу, бродит масса слухов, именно слухов такого плана, что на хлебозаводе нет муки, что там, значит, не просто поломалось оборудование, он полностью выведен из строя, значит, вплоть до слухов, что коллектив хлебозавода попросту бастует, по причинам вам всем известным. Значит, я должен сказать, что по поводу слухов, что все это прежде всего неправда. Причины, конечно, разные. Я подтверждаю то же самое ваши слова. Примерно уже такой периодичностью, такой уже стабильной, раз в 2, 3, 4 месяца мы постоянно попадаем вот под такие вот срывы. Какие причины этого? Значит, должен сказать, что есть в этом определенная доля вина и хлебозавода. Достаточно подносившееся оборудование, трудность с запасными частями, возможность их найти. Значит, трудность в такой именно обстановке остановиться и вовремя произвести соответствующие замены, хотя бы основных элементов, это тяговых цепей, конвейеров и так далее. Вот это накладывает определенный отпечаток. Но если раньше мы это выполняли легко и без проблем, то есть город попросту не обращал и не знал об этом внимания, на такие вещи. Нам достаточно было хотя бы, 10
10, ну 12 часов для того, чтобы произвести ремонтные работы и идти дальше. Теперь на такие вещи, значит, реакция идет вот такая, какую мы видим сегодня. То есть нам не дают малейшего продыху для того, чтобы вовремя заменить оборудование, вовремя провести ремонты и сделать все, что нужно. Это первое. Второе. Но я должен сказать, даже при тех поломках, которые мы имеем, не было случая за 8 лет, это благодаря службам завода, тем специалистам, которые работают, чтобы мы простояли достаточно длинный период по любому типу оборудования. Основное это печи, конвейеры и так далее. Какой бы ни было тяжести аварии, всегда люди справлялись максимум за 3, 4, 5 часов с ремонтами. И это никак, по идее, не должно сказываться на выработке хлеба и так далее. И что я вам и подтверждаю. Вот при существующем сегодняшнем очередях, недостатках и всем прочем хлебозавод работает на полную мощность. Последние 3 суток особенно он выдает практически в 1,5 раза, это точно больше, чем обычной нормой. Но и тем не менее мы с вами видим, хлеба нет в магазинах. Люди не могут купить хлеб. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям, ко всем, кто смотрит сейчас эту передачу. И хочу прежде всего успокоить. Во-первых, по поводу слухов. Все ложь, неправда. Во-первых, мы имеем достаточное количество муки. Вы производили сегодня съемки на заводе, видели. Я вас там не водил, вы присутствовали в присутствии наших специалистов, и вы видели, что на сию минуту, вот сейчас, в этот час, хлебозавод имеет, по крайней мере, 600 тонн муки. При среднесуточном расходе 20 тонн. Легко посчитать, что это достаточно длительный период. Более того, на складах базы Орса, поставщика нашего муки, лежит еще 2500 тонн муки. Этого количества муки хватает, по крайней мере, на полгода работы, как минимум. То есть здесь проблем нет. Мы полностью обеспечены дрожжами, мы полностью обеспечены жирами, мы полностью обеспечены всеми необходимыми запасными частями, комплектами оборудования и так далее. То есть те слухи, которые, может быть, кто-то и специально или по глупости распространяет о том, что завод не имеет ни сырья, ни оборудования, это неправда. Мы достаточно уверенно работаем. Это первое. Второе. По поводу слуха, что хлебозавод якобы бастует. Да, действительно, настроение у людей кислое, как и у всех. Это по вопросу с целевыми вкладами и другие социальные вопросы и так далее. Но мы, посоветовавшись, рассудив эту проблему, пришли к выводу, что мы бастовать не будем. Ни при каких обстоятельствах. Почему? Потому что, что мы этим докажем кому? Кого мы накажем в первую очередь? Да вас вот лично. Вас всех здесь, кто смотрит, и не более того. Не тех людей, которые принимают эти решения и так далее. Поэтому рабочие хлебозавода, администрация хлебозавода к забастовке относятся отрицательно, будем так говорить. И не намерены бастовать, и никогда не бастовали. Поэтому я прошу об одном. Вот тем самым ажиотажем, когда люди нам не верят по причине вот этих вот слухов, отсутствия сырья там и прочее, это приводит к чему? Малейший срыв, малейший сбой, люди приходят, начинают брать по 5, по 6 булок хлеба в запас на сухари сушить и так далее. Поэтому я убедительно прошу вот тех, кто сегодня, вчера, позавчера взял 5 буханок хлеба, подумать не только о себе, а и о своих соседях, о своих товарищах по работе. Что такое взять 5 булок хлеба, если вам нужна одна? Это вы таких же 4 товарища оставили попросту без хлеба. Тонн, наверное, 100 есть? Да, тонн 100 есть. Тонн 100. Я, конечно, небольшой специалист в области пекарного производства, но считаю, что оснований для паники в нашем городе с мукой, с хлебом быть не должно. Все-таки мука есть, хлеб выпекается. Хотя и говорят, что не хлебом единым сыт человек, но когда есть хлеб, проблем нету. И вот мне подсказывают, муку постоянно подвозят. Скажите, пожалуйста, в последнее время вы не меньше стали хлеба выпускать? Мы больше выпускаем хлеба, 1,5 раза. 1,5 раза? Да. Сейчас, вот смотрите, прошло у нас сколько? 8 часов, да? Мы уже сделали так, где-то 10 тысяч булок. Это много? Это мы, конечно. А обычно по сколько делаете? 15-16 тысяч. Это только хлеба, а булочных изделий еще до 4 тонн батона делают.